В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абоев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 23 февраля. Черный февраль. Ни одно поколение не должно забывать, через что пришлось пройти многострадальному народу. Чеченский народ вспоминает 82-ю годовщину выселения. Прекрасная Сунна. Фонд Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Социальный проект. Завершить строительство планируется в самое ближайшее время. В Грозном строится 200 таунхаусов для нуждающихся семей. «23 февраля чеченский народ чтит память жертв одной из самых страшных трагедий в истории насильственного выселения в степи Средней Азии. Глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале отметил, что за несколько часов люди потеряли все, а судьбы тысяч семей были перечеркнуты. В то же время тысячи чеченцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищали Сталинград, участвовали в освобождении блокадного Ленинграда. Но даже в самых тяжелых условиях наш народ не утратил себя. Вдали от родных земель люди сохраняли язык, традиции, веру. Делились последним куском хлеба, поддерживали друг друга, растили детей с надеждой вернуться домой. Эта стойкость, это внутреннее достоинство и стали той силой, которая помогла выстоять, отметил Рамзан Кадыров. 180 эшелонов, 16 дней в пути, порядка 500 тысяч человек. 23 февраля 1944 года в одночасье разделила жизнь всего чеченского народа на «до» и «после». Память жертв насильственного выселения почтили сегодня в центре Грозного 82-ю годовщину. Выступающие осудили указ Сталина, назвав его бесчеловечным и преступным. В память о тех, кто пал мучеником, и тех, кто мужественно пережил эту ужасную трагедию, репортаж Турпалали Тайсумова. 23 февраля – скорбная дата в истории Чеченской Республики. В этот день вспоминаются трагические события. По приказу Сталина в 1944 году сотни тысяч войнахов в лице чеченцев и ингушей были выселены с родной земли и отправлены в холодные степи Казахстана и Средней Азии. Многочисленные официальные лица собрались возле мемориала памяти жертвам на центральной площади Грозного. Председатель правительства региона Магомед Даудов зачитал обращение главы Чеченской Республики. Рамзан Кадыров отметил, что данная трагедия останется в памяти народов, а жесточайшее исполнение сотрудниками НКВД не оставило ничего человечного. Уважаемые соотечественники, 82 года прошло с того трагического дня, когда по приказу Сталина чеченские и ингушские народы были отправлены в ссылку. Память об этом чудовищном преступлении навсегда останется в наших сердцах. По своей жестокости операция «Чечевица» не знает равных в мировой истории. Об этом свидетельствуют жестокие условия, в которых совершалось выселение. Сталинскими палачами, так называемыми, мало было лишить чеченский народ родины. Они хотели полностью стереть нашу историю, само напоминание о том, что чеченцы жили веками на этой священной земле. Республика была упразднена, бесценные памятники культуры сожжены и разрушены. Даже кладбища были осквернены. Уничтожение чеченского народа было конечной и желанной целью преступников, наделенных правом казнить без суда и следствия целую нацию. Их не остановило даже то, что тысячи чеченцев мужественно сражались в те дни против фашистской Германии на фронтах Великой Отечественной войны. Героев, совершавших подвиги ради защиты своего Отечества, прямо с передовой отправляли вслед за родными в ссылку. Но подлые приспешники Сталина не смогли сломить дух чеченского народа. Даже в невыносимых условиях чеченцы сохранили культурные корни, свято чтили свои традиции и обычаи, не отступали от нравственных ценностей своих предков. Мечтой о возвращении на родную землю чеченцы жили 13 лет. 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о восстановлении нашей республики в составе РСФСР.
Так был положен конец варварской несправедливости в отношении чеченского народа и закрыта одна из самых страшных страниц его истории. Мы никогда не забудем о сотнях тысяч невинно погибших в годы репрессий и произвола. Память о прошлом дает нам силы уверенно двигаться вперед в соответствии с курсом нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Сегодня чеченский народ живет в мире на своей земле, занимает достойное место в единой семье многонационального народа России и вносит свой вклад в развитие и процветание нашей великой Родины. С начала специальной военной операции чеченцы стоят в авангарде защитников Отечества, мужественно отстаивая интересы страны. Пусть Всевышний даст нам сил и мудрости для сохранения и укрепления мира и стабильности на нашей земле. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. С уважением, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Такой день не должен быть забыт, как и те, кто не смог пережить чудовищный период, когда люди умирали от голода и холода, а тела умерших при перевозке в скотских вагонах просто выбрасывались в снег. دالا وأحمد عجينيات إعدال غزوة قوبل دولتنا وين محكدين رمزان عجين طبعا سندكنا وستي وجي دوش تيش مي دوش تعدا قرب وين الويل دالتي عبيرت كيل. Муфтий субъекта Салах Хаджи Межиев рассказал, что народ, прошедший через огромную трагедию, остался несломленным. Самым счастливым местом для человека в религии называется его родной дом, который должен находиться на исконно своей земле. ويقام مخكخ داقر ويقوم وحقن بوش بول بالا صنع حيث بيش بول تيرغم صنع حيث بيش بول تيدم أزبالخان ووشاق يتقوي ديل شنوبو عليه الصلاة والسلام مل ولاح شيخ اسمع ولش شامر شاولش شيدين شو حاولش أز ديني بويسين شو عبيل قبا باتسقاش إقاچا بولش هر ديرك دنيا نعمة تيخيسنش سنو بودال Her derek dünya nimet ihyaşsanna otsul bo elşnu aleyhissalatu vesselam. Otsula nimet tutsun gabo. Sun me'an udon elçi tagana hay mahka khilar, hay khusmi khilar, hamersh khilar, hay din chu khilar. Oz deni buysin chuabi qiba qash ba sa'a. Hona bok bo din dolshtoldik bo way paymaro deler salavat selam mashal khil. Her derek nimet hunt ihyaşsan wa. سون دعال دول معن حدا يحكي شيء نقعسن حاي خوس ميغ ووغواح حاي مخك ووغواح تاق حمار شوات صح سونخ بالنا بوق بالول نعمة دعداقن واضاق بعدو تغن وي حقاش نقصير لوني اوق مارشوني حقاش اربعن هدر تاع الشي بالا دعايبر اجر دوخو دوشتول بعن قوم برت خلر دوبوخ يقوم برت بنرق أحمد حجو دال غازو تقابل دايلسون دال درجع لقا وقل دال ديك زبيق بايلسون اندقع يقناتسو هنا الشيش يديوز لعبرت بخل دول شمتيح قوم برت ببوش داقا دوق إيماني دوق حيقلي دوق دينال ديز إدواشا مصو نيه دقا دعتوخ نيه خكير دوش ديجو تاق بقدلش طولما دعدار جو إنه خكير ديلا حدوش دخزة إذا بوق بو دال ديك دين سهلش بلور بوش بو باتسي. Прочитав коллективное дуа, собравшиеся прошлись по месту, где установлены могильные плиты жертв репрессий того времени. Это страшнейшее преступление против ни в чем не повинного населения длилось вплоть до 1957 года, прежде чем люди начали возвращаться домой. Ни одно поколение не должно забывать, через что пришлось пройти многострадальному народу, прежде чем наступила спокойная и мирная жизнь. Турпа Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. 13 лет изгнания в холодных степях Средней Азии навсегда останутся для чеченцев символом самой ужасной трагедии, ибо родина для них – это все.
9 января 1957 года свершилась малая часть справедливости. Людям позволили вернуться на исторические земли. Чеченцы возвращались несломленными, сохранив любовь к родному краю, неистребимый дух свободы и пламенное сердце. Памяти скорбной даты. Репортаж Лимды Джамалдиновой. 23 февраля в горах Кавказа уже более 80 лет окрашен в траурные тона. Ранним утром 1944 года, когда еще не сошел снег, началась операция «Чечевица». Всего за несколько дней почти 500 000 человек, стариков, женщин и детей лишили дома. Само выселение происходило в то время, как десятки тысяч чеченцев доблестно сражались в составе Красной армии. Многие погибали на фронте. Пулеметчик Ханпаша Нурадилов был удостоен звания Героя Советского Союза. Мавлай Девисаитов дошел до Эльбы. Только в обороне Брестской крепости были до 400 выходцев из Чечено-Ингушской СССР. В этой жестокой операции участвовали 100 000 солдат. Еще столько же были приведены в боевую готовность в соседних регионах. Все переселенцы были погружены в вагоны-телятники для перевозки скота и отправлены на верную смерть в степи Средней Азии. Тем, кому требовалась медицинская помощь, выгружали. Следом выкидывали окоченевшие трупы. Хоронить было запрещено, а поезд двигался вперед. Много говорят, дискутируют о причинах. Разумеется, каких-то объяснимых рациональных причин там быть не могло. Чеченцы всегда, не только в Великой Отечественной войне, и в предыдущее время, и сегодня всегда стояли на передовой защите интересов нашей страны. В наши дни остались живы свидетели тех страшных событий. Для 6-летней Белиса Дадаевой детство закончилось на рассвете, когда тяжелый стук приклада в дверь заглушил мирные сны. Шаги солдат, крики, хаос. В одно мгновение уютный дом Ведено опустел. Мужчин уводили в неизвестность первыми. Женщин и детей толкали в холодным эшелоном. Ссылка стала дорогой потерь. Мачеха погибла в первый год, отец умер в поисках своих детей. Чтобы выжить, маленькая Белиса с сестрой проходили 20 километров в день, собрать малину на продажу. Это была цена одного глотка жизни на чужбине. Спустя столько лет она до сих пор не может понять эту нечеловеческую жестокость и безразличие. 250 грамм лур суткада қалар. Оқчан 200 лур. И қалар лур. Дейін атла. Я майыр. أستخي ولا روح قبعتك دعوة أتصيل صارك في سيادتك جوا يسرق بيرش أصدق حلابنا أصدقش كروخرق في كازاخستان يزين باستيات من دتخو نخشي خدا خير شو ما نخير شو دنيا نخير شو خاكلين ضايل دخون سديسان تخ دخ إزدل شو متنديناني ويحلق البل كليني. В то же самое злосчастное утро в Очхой-Мартане другой свидетель трагедии. 13-летний Берса Матаев проходил через те же круги ада. Он был не просто очевидцем, он стал хранителем той боли, которую позже сублимировал в невероятную страсть к труду. Вернувшись, Берса посвятил свою жизнь сельскому хозяйству. 1966 год стал для республики испытанием, испепеляющая засуха и ливни. Именно в это время он показал результат, который казался фантастикой. Кавалер 2 орденов Ленина, Трудовой славы и Красного знамени, он стал легендой совхоза Лермонтовский. Ныне одна из улиц родного Очхой-Мартана названа в его честь. ويحليز إباس يحليز ريسبوبليك ويبي أي خناع إيلاس ويا يجر حدا يلوري هو يدير دور неправда إني شوية صلحة. Через 46 лет после выселения 26 апреля 1991 года был принят закон о реабилитации репрессированных народов, в преамбуле которого впервые было отмечено, что эти народы подверглись геноциду. В 2015 году указом президента России Грозный удостоен почетного звания «Город воинской славы». Вернулись же чеченцы не просто так, а сохранив для родного края любовь, дух свободы и пламенное сердце. И, несмотря ни на что, продолжают строить созидательную жизнь с непоколебимой верой в свою землю, в свою историю. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Адлан Хусаинов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская республика. В
центральной мечети Грозного, сердце Чечни, до конца благословенного месяца Рамадан будут проходить коллективные ифтары. Благотворительная акция организована региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Разделить вечернюю трапезу могут все желающие. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. Продуктовые наборы в первую очередь распределили нуждающимся семьям во всех муниципалитетах. Слова признательности за поддержку звучали от каждого. Об акции добра следующий репортаж. Утро священного месяца Рамадан в республике началось с масштабных приготовлений. Сотрудники администрации распределяют продуктовый груз. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова проводит очередную благотворительную акцию. Поддержка доставлена во все районы республики, от равнинных до высокогорных. Ни одна малоимущая семья не осталась без внимания. Для них это по-настоящему значимо. Люди искренне благодарят руководителя фонда Аймани Несиевну за заботу, внимание и постоянную помощь, которая приходит в трудные моменты. أحمد حجي فوندير هتصدق تعطيش يعتر تساعد ومحكناس قدوتون سيخ что мне эти. Сотрудники местных администраций, не оставляя без внимания ни один адрес, доставляют продуктовые наборы прямо к порогу дома по заранее составленным спискам. Айманин да сагой швезендел. Да сагой харвезендел. Аймани. Рамзанин дирор бат. شزو خزو خساري نمرة. باقوبو ساري ويبتشانديري. سينانديري أحمد حاجنديري. В этом списке и те, кто переживает самые тяжелые времена. Румиса Укаева воспитывает 5 детей. Ее муж защищает интересы своей родины на специальной военной операции. В рамках сегодняшней акции роздано 51 тысяч кур, 153 тысячи буханок хлеба, 5 тонн меда, 5 тысяч пачек молока. Стоит отметить, что благотворительная деятельность организации в этот период не ограничивается только продуктовыми наборами. Проводятся ифтары, оказывается материальная помощь и ежедневно на дорогах раздаются финики и вода для разговения тем, кто в это время оказался в пути. Благодарные улыбки и теплые слова молитв – главная награда для организаторов. Такие инициативы фонда давно стали доброй традицией. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В преддверии Дня защитника Отечества в Чеченском региональном отделении ЛДПР состоялась торжественная церемония награждения матерей участников специальной военной операции. Женщинам, воспитавшим патриотов, вручили медали «Мать солдата». Эта партийная награда учреждена по инициативе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого как символ уважения и признания подвига женщин, чьи сыновья защищают рубежи страны. Представители партии поблагодарили матерей за их терпение и стойкость, также вручили памятные подарки и продуктовые наборы. Партийцы подчеркнули, такие знаки внимания – малая часть той благодарности, которую они заслуживают. Все, что происходит, является вообще приоритетом для нашей партии, является ее прерогативой. Вот, мы помогаем и родственникам погибших, да, на зоне боевых соприкосновений. Есть движение плечом к плечу, которое помогает, да, платформа плечом к плечу, да, за победу. Каждый гражданин, кто считает действительно себя патриотом, может внести свою лепту в происходящее. Также есть фонд, который возглавляет наш председатель Слуцкий Леонид Эдуардович под названием «Российский фонд мира», который постоянно и припасами, и спецтехникой, вот, и, значит,
медикаментами, помогают нашим бойцам, нашим парням. Министр образования и науки Хошбау Дидаев проинспектировал образовательные учреждения Сирноводского и Шатойского муниципалитетов. Чиновник проверил, как организован учебный процесс, побывал на уроках и пообщался с педагогами и учениками. Министр образования Чеченской Республики Хошбау Дидаев с рабочим визитом посетил Сирноводский район. Вместе с главой муниципалитета он проверил ряд школ, как проходят уроки в начальных классах, пообщался с педагогическим составом и старшеклассниками. Также были подняты вопросы проведения необходимых ремонтных работ и укрепления материально-технической базы. учебник? Ты сам в школе? Аналогичная инспекция прошла и в Шатойском районе. В образовательных учреждениях изучили состояние учебной документации, оснащение кабинетов труда, а также другие территории. Как у вас дела с питанием, с техникой, с информатикой, труд ОБЗ? Показывай, давай. По итогам инспекции ответственным лицам поручено устранить выявленные недочеты. Кроме этого, в школу были переданы современные смарт-телевизоры от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова, что поможет улучшить техническую базу учреждений. Лейла Муртазова, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Грозном активными темпами возводят 200 таунхаусов для нуждающихся семей. В домах предусмотрены все условия для комфортной жизни. Удобное расположение комнат и возможность обустроить зону отдыха во дворе. Инфраструктура тоже на уровне. Рядом возводят 2 парка, мечеть и медресе. Когда новоселы получат ключи от домов, репортажи Лейлы Муртазовой. 200 современных таунхаусов. Жилищное строительство идет полным ходом. Над проектом трудится большая команда специалистов. На реализацию направлено около 2 миллиардов рублей. Каждая их секция будет оснащена отдельным входом, собственной прилегающей территорией и парковочным местом. Главная цель – это создание комфортных условий для проживания семей. Таунхаусы предназначены для малоимущих семей. Завершить строительство планируется в самое ближайшее время. И уже к Ид-аль-Фитр новые жильцы смогут заселиться в свои дома и встретить праздник. Строительство ведется по поручению Рамзана Кадырова. Финансирование обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. На данное время у нас ведутся внутренние работы. Штукатурка практически завершена. Идет подготовка покраски стен, водоэмульсионная краска. Устанавливаются дверные блоки. Снаружи ведутся работы по благоустройству. Региональные власти уделяют пристальное внимание жилищному обеспечению нуждающимся гражданам. В субъекте построено большое количество домов для лучшей жизни. Лейла Муртазова, Адлан Хусаинов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Курчалоевской центральной районной больнице открылось новое лор-отделение на 20 мест круглосуточного пребывания. Отделение оборудовано современным эндоскопическим операционным залом. Передовые технологии позволяют проводить высокоточную диагностику и малоинвазивные операции. Благодаря этому пациенты смогут восстанавливаться гораздо быстрее. Стационар готов принимать пациентов как для плановых, так и для экстренных вмешательств. Проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.